Приветствую вас, друзья! Наступил тот момент, когда на улице уже достаточно холодно. В квартире тоже похолодало, а котельня городская еще не спешит включаться. Сейчас у нас 29 сентября, и до начала отопительного сезона еще в лучшем случае 2 недели, а в худшем 3, а то и 4 недели. Поэтому нужно как-то обогреться в этот период. И в этом видео я хотел бы провести эксперимент, во сколько же вам обойдется отопление электроэнергии в этот период. В моем случае мы будем отапливаться керамическими панелями. Есть у меня видео уже по этим панелям, посмотрите в подсказочке в правом верхнем углу. А для тех, кто не видел, либо не хочет переходить, я кратенько расскажу. Отапливаю комнату двумя вот такими вот батарейками по 350 Вт. Одна батарея и вторая. Комната здесь 11 квадрат, это спальня. Управляется это все самодельным терморегулятором по температуре. Вот он, заданная температура сейчас 22 градуса. Как вы уже поняли, отапливать целую квартиру мы не будем. Только спальня, только 11 квадрат. Поэтому в той комнате отопления не будет, и мы каждый день будем записывать температуру. Здесь в комнате отапливаемой, в соседней комнате и на улице. Эти все данные я за 2 недели, а то и 3 сведу на листочек. Все расходы по электроэнергии мы запишем. Также я очень хотел для чистоты эксперимента подключить вот такой вот отдельно механический счетчик. Вот он лежит, я уже одну ночь попробовал, но есть один минус. Данный счетчик щелкает. Из-за того, что он механический, механизм внутри его при расчете электроэнергии, он издает такие щелчки. Это ночью немножко мешает. Поэтому мы запишем расход электроэнергии за этот месяц и отнимем от него расход электроэнергии за прошлый месяц. Таким способом мы отнимем потребление всех остальных приборов. Холодильник, телевизор, лампочки и бойлер. И уже приблизительно получим то количество киловатт на квадратный метр, так сказать, да, или там на 10 квадратных метров в моем случае электроэнергии. И вы уже сможете понимать, во сколько же вам обойдется отопление всей квартиры или части в переходной период. С этого дня я не буду выключать батареи с розетки, я записываю расход электроэнергии на счетчике, и мы начинаем эксперимент ровно до включения централизованного отопления. Показания на текущий момент на счетчике 3276,5 киловатта. 1 ноября, и вот только сегодня нам подключили теплоснабжение в дом. В общем, отопительный сезон, если честно, начался еще неделю назад по всему городу, 25 октября. Вот, ровно неделю назад. Эксперимент неделю назад уже закончился, потому что мы еще установили кондиционер, поэтому это уже дополнительный отопительный прибор и плюс потребитель энергии. Поэтому суть всего эксперимента уже закончилась в момент установки кондиционера. Вот на вот этот не смотрите, этот немножко врет. Вот этот в комнате, где батареи 21 градус, а вот этот вот 19 почти с половиной уже обогревает теплосеть. В общем, батареи уже теплые. Хотя с утра еще были холодные, и с утра включали кондиционер. С показаний датчиков я записывал температуру в таблицу. Вот видите, отапливаемая комната, неотапливаемая комната. И также смотрел погоду на телефоне и записывал температуру ночью и днем. Фиксировать температуру старался каждый день в одно и то же время. То есть утречком как раз просыпаемся в 7 часов утра и сразу же записывал, потому что как раз дверьми не хлопаем ночью, да, максимально все закрыто. В комнате отапливается, а в неотапливаемой комнате максимально грубо температура падает, потому что днем все-таки какие-то приборы, духовка иногда работает на выходные, то есть плита газовая, это все добавляет все-таки температуру. Поэтому все максимально в одно и то же время. Как вы видите, температура на улице и днем, и ночью варьировалась, и плюс был хороший вот здесь, и температура опускалась уже до 10 градусов днем, а ночью даже было до 0, до -1, и в то же время и было и 8-10 градусов. Вот я построил графики, смотрите, у нас в отапливаемой комнате всегда стабильно 21, далее уже в середине месяца температура начала падать средняя на улице, вот днем средняя и ночью уже начинает падать ниже. Комната промерзает все равно, квартира, да, и уже батареи не справляются, начинает все-таки температура немножко опускаться. Кстати, датчики фиксировали температуру у пола, то есть максимально холодной точки, а тот же датчик на терморегуляторе стоял в другом углу комнаты, и он стоял посередине между полом и потолком. И на нем как раз на терморегуляторе было 22, как изначально задавался, то есть а на полу немножко холоднее, поэтому температура
ниже. Так вот, температура начала падать, и в конце эксперимента на улице температура тоже немножко поднялась, и в комнате тоже вышло снова на 21. Как вы видите, температура в холодной комнате, график, возможно, не резкий очень, но все равно плавное схождение вниз все равно видно, и даже это все в цифровом видео видно 18, 19, 18,5 и дальше пошло, и уже до 17 градусов стало в комнате. Конечно же, если не отапливалась ни одна комната, то температура была бы и ниже 17 градусов. Немножко все-таки тепло, понятное дело, перетекает с отапливаемой комнаты в неотапливаемую. Ну а теперь давайте немножко математики, рассчитаем, сколько мне это обошлось, в какую сумму в наших гривнах, либо просто в киловатт. А вы уже там переводите на свою денежку. Так вот, смотрите, у нас на старте эксперимента на счетчике были показания 3276. Вот, есть отрезок с видео. Вот у нас такие показания. Далее, смотрите, я немножко поясню. Поставили кондиционер 24 числа, и с этого момента я уже перестал фиксировать, потому что, нарушается весь эксперимент. Неотапливаемая комната уже становится отапливаемой, поэтому все это уже не считается экспериментом. И я, к сожалению, забыл записать в тот момент показания счетчика. Я уже вспомнил об этом 27 числа. 27 числа показания счетчика были 37,96. Вот. Кондиционер мы включали где-то по 5 часов в день. Мощность кондиционера киловатт. То есть каждый день он пускай 5 киловатт наматывал. 5 киловатт на раз, два, три, 4 дня. На 4 дня 20 киловатт. Теперь смотрим математику. В процессе монтажа я заметил ошибку у себя, поэтому вот здесь, в этом месте, возможно, вы заметили подмену цифр. Не удивляйтесь. Мы первым делом считаем разницу за 27 дней. С 1 по 27 520 киловатт у нас получается. Далее мы отнимаем кондиционер 20 киловатт, за вот эти 4 дня у нас получается 500 киловатт. Здесь немножко неправильно. В предыдущем месяце было потребление 100 киловатт. Это все остальные приборы, то есть бойлер, лампочки, телевизоры, все. В общем, мы потребляли 100 киловатт в прошлом месяце. Здесь по-хорошему тоже надо было бы коэффициент ввести, потому что не за 30 дней, а за 27 дней. Поэтому там немножко будет меньше на самом деле. Ну ладно. Отнимаем эти 100 киловатт, мы получаем 400 киловатт. Это только батареи с период с 1 по 27. Но опять же у нас эксперимент только по 23 число. Чистый эксперимент. Мы 400 разделяем на 27 дней и множим только, получаем среднее по киловаттам за этот период по батареям и умножаем только на период 23 дня. Получаем 340 киловатт, период с 1 по 23 число. 340 киловатт мы умножаем на нашу гривну 68. Столько стоит у нас электроэнергия. И получаем 572 гривны за 23 дня. Ну и здесь еще сделаю перерасчет на целый месяц. 572 гривны разделяем на 23, получаем средний за день и умножаем на 30. Получаем 746 гривен за 30 дней. Это отопление 11 квадрат комнаты, мощностью панелей 700 ватт. На самом-то деле не стоит умножать эти цифры просто на свою квадратуру, потому что, если взять квартиру 40 квадрат, да, получится, что нужно на 4 умножить грубо 746 гривен. И получите там 2800 за отопление. На самом деле не меньше, потому что если вся квартира отапливается, она немножко держит все-таки в себе тепло, то есть аккумулирует, и меньше потребуется затраты электроэнергии, когда уже ваша квартира будет прогрета. У меня коллега лично отапливается вот такими батарейками, только у него в каждой комнате стоит 700 ватт. В общем, у него общая мощность всех обогревателей в помещениях 3 киловатта. Это не значит, что они все постоянно работают и одновременно включаются, да, но за месяц он говорит, что зимой даже он может там брать где-то 800-900 киловатт на квартиру в 70 квадрат. Вот такие вот еще цифры подкину вам для размышлений. Кстати, если будет весна холодная, опять же, также отключат отопление, то, возможно, мы еще проведем эксперимент с отоплением кондиционером квартиры. На этом у меня, в принципе, все, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем пока.